с именем Аллаха Всемилостивого и Милостивого. С момента сотворения этого мира Всевышний Аллах избирал лучших людей, определял их в качестве пророков и посланников и направлял их к людям. Как обычным людям можно было бы понять и убедиться в том, что тот или иной человек не самозванец, а посланник, пророк, имеющий право говорить от самого Господа миров? Так вот, подтверждением пророческих миссий, доказательством того, что тот или иной человек был действительно пророком, были те необыкновенные, невероятные способности делать что-то осязаемое, ощутимое, либо дать что-то людям осязаемое, ощутимое, предоставить, что было бы доказательством, явным доказательством того, что эти люди направлены самим Всевышним. И это называется чудом. При этом чудеса, которые были дарованы пророкам и посланникам, мир им всем, они касались именно той сферы, в которой отличился народ, к которому был отправлен тот или иной пророк. Например, Моисей, Муса, мир ему, при нем процветало колдовство, и Всевышний дарует ему два чуда. Первое. Он велит ему: брось посох, и посох превращается в змею. И он велит ему: засунь руку за пазуху, и она станет белой, светящейся, без каких-либо признаков болезни, проказы. Об этих двух чудесах говорится в Коране, в суре Таха, 10-22 аятах. При Исе, Иисусе мир ему, процветало врачевание. Так вот, Аллах, Азза ва Джаль, дарует возможность Исе, мир ему, исцелять больных от проказы, возвращать слепым зрение и даже возвращать мертвых к жизни, как это сказано в суре Аль-Имран, 3 суре Корана. Естественно, все это он делал по воле Всевышнего Аллаха. Пророку Салиху, мир ему, была дана верблюдица. Народ Салиха, самудяне, они отличались тем, что строили невероятные себе жилища в скалах, высекали скалы. И упоминается о том, что они, указав на конкретный огромный камень, вероятно, из которого сложно было что-либо сделать, и попросили у пророка Салиха, чтобы из него вышла верблюдица. И даже упоминается то, что они требовали у пророка Салиха, чтобы она была живой, чтобы она была на 10-м месяце беременности и так далее. Все это упоминается в толкованиях Корана. И Аллах Субхану Тааля дает такую возможность пророку Салиху. Верблюдицу, которая вышла из этого камня. Кстати говоря, на который указал пророк Мухаммад, мир ему благословение, при походе на Табук. И стоит отметить, что с уходом этих пророков, мир им всем, а пророки были обычными людьми, уходили и их чудеса. Что же было с пророком Мухаммадом? Ведь он был печатью пророков. Всевышний Аллах дарует ему основное чудо, неподражаемый Коран. Мы знаем, что на то время, когда был направлен пророк Мухаммад, мир ему, к арабам, арабы отличались своим умением говорить. Они очень сильно увлекались красноречием. Они устраивали целые соревнования по стихосложениям, по написанию касид и так далее. Так вот, Всевышний Аллах бросает им вызов прийти с подобной речью, с которой пришел человек из их среды, которому они доверяли, которого признавали честным, который был неграмотным, не умел ни писать, ни читать, но который пришел с уникальной речью.
Всевышний Аллах бросил им вызов трижды прийти с Кораном, подобным тому, с которым пришел пророк Мухаммад, мир ему, а затем прийти с подобием 10 сур из Корана, с которым пришел пророк Мухаммад, мир ему, а потом хотя бы прийти с одной суры, подобной той, что читал им Мухаммад, мир ему. Эти вызовы были брошены тогда, когда курайшиты начали обвинять Мухаммада, мир ему, во лжи. И эти вызовы остаются действительными вплоть до нашего сегодняшнего дня и вплоть до Дня Воскрешения. Зачем, спросите вы? В чем суть и смысл? Во-первых, позиция брошенного вызова – это позиция сильной стороны. А кто может быть сильнее всемогущего и великого Аллаха? И словно Всевышний Аллах говорит: уверуйте в Него, в Коран, и живите по Нему. А те, кто не уверовал и не хочет смириться, и хочет пойти против воли Всевышнего, то словно Аллах говорит им: придите с чудом, подобным тому, с чем пришел пророк Мухаммад. Естественно, этого не сделали и не могут сделать. Именно поэтому ведется борьба с исламом. И на это тратится огромное количество усилий. Тратятся миллиарды долларов. Создаются целые университеты и институты. Для того, чтобы прийти с нечто подобным Корану, создавались целые университеты и институты. И до сегодняшнего дня, и вплоть до Дня Воскрешения не смогут прийти люди с нечто подобным Корану. И это доказывает еще раз, что Коран – это слово Всевышнего Аллаха. И самое главное, это чудо мы можем сегодня видеть, открыть, читать, понимать. И так вплоть до судного дня.